робототехника. Вот где можно найти практическое применение знаниям по математике, физике и другим школьным наукам. В селе Бердигостях прошел уникальный чемпионат по спортивной робототехнике. Разработанный 280 школьниками из 6 районов республики – Жиганского, Усялданского, Вилюйского, Хангаласского, Кобяйского, Горного и города Якутска, роботы прошли трассу при температуре минус 40, приравненной к температуре планеты Марс. Проект «Марсианские игры» стал драйвером развития науки и технологии. Сегодняшние соревнования – это для нас очень значимое событие. Мы очень долго готовились к этим соревнованиям. Весной наши учителя написали проект, очень интересный проект, и мы отправили его на конкурс грантовый, и к нашему великой радости выиграли грант на 890 тысяч. И вот на эти деньги, значит, мы закупили новые роботы, потому что все-таки роботы такое дело, что очень быстро устаревают, и надо ежегодно обновлять. Ага. Вот. И, конечно, это для наших детей даст новые возможности. И мы приготовили очень хорошую программу вот сегодня, да. Республиканский открытый чемпионат по спортивной робототехнике «Марсианские игры-2022» прошел на базе Бердигостяхской СОЖ имени Семена Петровича Данилова, посвящен 165-летию выдающегося русского, советского ученого и изобретателя, основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского в рамках 8-х республиканских соревнований по робототехнике на Кубок «Робоквест-2022». Проект является победителем Фонда президентских грантов 2022 года. Авторы проекта – Марианна Николаева, руководитель автономной некоммерческой организации «Росток», учитель начальных классов; Ангелина Бережнова, учитель информатики; Арсен Алексеев, заместитель директора по информатизации Бердигостяхской СОЖ имени Семена Петровича Данилова. Идея проекта возникла из того, что у нас на севере очень суровый климат и останавливаются многие работы. Это может быть при строительстве, при дорожных работах, может быть на промышленности. Работа останавливается и стоит. Вот. Потом роботы могли бы прийти на помощь. Например, не останавливаясь, могли бы строиться дома, предприятия, не останавливаясь, могли бы работать дорожники, а также в промышленности тоже велась бы в зимнее время очень много эффективных работ. Вот из этого юные наши робототехники могли бы создать такие роботы, которые работали бы в суровых якутских климатах. Чемпионат проведен с целью выявления и поддержки детей и молодежи, проявляющих способности к исследовательской деятельности и научно-техническому творчеству. В рамках масштабного мероприятия подрастающее поколение соревновалось не только по спортивной робототехнике, но и участвовали в научно-практической конференции «Наука, космос, технология» по 3 секциям: «Наука о космосе», «Космос и техника» и «Wonderful Space» на английском языке, а также выставки прикладного искусства технического направления. Я сделала ее из полистирола, светодиодских гирлянды, бумаги, линзоленты и мальвиной проволоки, ну и из резины. Мы сделали это с отцом, как минимум неделю делали. Мы это все делали, это их робот. Здесь роботы, это тюрьма, это полицейский участок, это полицейская форма, это просто здесь роботы, медпункт,
больница там, вот так. Мы эти машины сами дома делали, а вот эти вот постройки здесь в классе делали. Эти постройки мы делали целый час. Доцент Московского государственного технического университета имени Баумана, кандидат технических наук, отличник образования Республики Саха-Якутия Сергей Воротников провел для ребят интерактивную лекцию на тему «Космос и роботы», объяснил, как функционируют современные космические аппараты и рассказал о роботах. Каждый школьник получил возможность задать вопрос о роботах. Увлекательный мастер-класс провел выпускник школы, наставник детского технопарка «Кванториум», член Академии космонавтики имени Циолковского Юрий Романов. Студент ФТИ СУФУ имени Максима Кировича Амосова Тимур Илларионов представил собственный проект марсохода, который вызвал большой интерес участников и учащихся. Как человек, который занимается космическим образованием, и человек, который следить за новостями в мире космонавтики, да, я очень удивлен и восхищен своими земляками, которые задумали такой грандиозный проект, детский проект, да, космического образования, космической робототехники, и да, еще в таких суровых условиях зимы. Я приехал сюда на громкое имя своих земляков, которые успешно выступают на всероссийских соревнованиях. Они становились победителями, я знаю. Я хочу воочию убедиться, посмотреть, да, такого уровня достигли мои земляки. Одним из примечательных событий чемпионата стала передвижная выставка Музея космонавтики и авиации Якутии «Дюбсинская СОЖ» имени Жиркова. Также была организована виртуальная выставка музея. Почетными гостями марсианских игр стали сотрудники университета Иннополис из Республики Татарстан Александр Малолетов, профессор, доктор физико-математических наук, Олег Буличев, старший преподаватель, кандидат технических наук. Впечатление замечательное. Я очень благодарен организаторам, что меня пригласили. Я получил море удовольствия от посещения этого замечательного мероприятия. Я в восторге, в восторге от ваших школьников, от ваших, в смысле, тех, кто принял участие в этом мероприятии. В первом этапе по спортивной робототехнике в обычных условиях прошли трассу более 30 команд. Это 65 одаренных и влюбленных в робототехнику, космос и новейшие технологии. Наибольшее количество участников собралось в средней группе. Тут у нас основная цель – отобрать самых лучших марсоходов, которые будут проходить разные препятствия. И им дается 5 минут, они за это время должны набрать максимальное количество баллов. Там есть множество разных уровней, сложностей заданий и так далее. Да? Полигон был не очень-то сложный, но были сложные препятствия. Это именно когда идешь наверх и резко падаешь. А еще есть такие места, где можно очень застревать. В Жиганске у нас есть кванториум, айсквант, да, арктический кванториум, и там тоже ребята занимаются. У нас как внеурочная деятельность в самой школе. Да? И учащиеся с 1 по 6 класс занимаются у нас. И впервые мы пришли на республиканский курс испытать себя, попробовать. Так, ребята готовились уже где-то полмесяца к этим соревнованиям. И по приезду в город мы тоже начали усовершенствовать свой робот и уже испытывать его на улице. После отбора экспертов 9 команд из 3 возрастных категорий вышли в финал. Самым уникальным и долгожданным моментом мероприятия стало прохождение роботов в 40-градусный мороз. Мы утеплили свой робот пенофолом, и внутри пенофола там батарейка в шприте. Когда батарейка сжимается, то она становится горячей и согревает мотор. Я сделал этот робот неделю и проверял его на улице 43-45 минус градусов. Все нормально, не разваливается, не замерзает.
прошли уже первый этап вот на втором этапе. А так, да, он смог бы еще так далеко, если бы просто ехать. А так у него кран замерз, и время вышло у нас. Наша ошибка — ходовая часть. Цепи. Вот эта штука, она разделилась. Неправильно сделали, надо будет ее крепить. Ага. Передний, как можно называть? Кузов оторвался. А так, в целом, он себя хорошо повер, только мы вот эту вот цепь не натянули. Ага. Это еще плохая новость. А так он все себя хорошо проявил. Вот эти вот зацепы помогают, по снегу хорошо едет. Утепление хорошее. В кульминации мероприятия наградили лауреатов и дипломантов научно-практической конференции и технической выставки медалями, дипломами, кубками. По итогам соревнования по спортивной робототехнике «Марсианские игры-2022» в младшей группе первое место занял Коля Сидоров, ученик Кептинской СОЖ. В средней категории учащиеся 6-8 классов победу одержали ученики Бердыгестянской СОЖ имени Афанасия Осипова, Аскольд Алексеев и Семен Степанов. А в старшей возрастной категории чемпионами стали учащиеся Бердыгестянской средней школы имени Семена Данилова Уйгун Михайлов и Нюргун Васильев. Соперники были достойными, все достойно сражались и достойно показали себя. Все прошло как по маслу. Мы ожидали такой результат. И подготавливались мы досрочно, 2 дня мы подготавливались и делали робот. Планируется, что марсианские игры будут проводиться и в дальнейшем. Организаторы благодарят за качественную и компетентную работу всех экспертов, а гостей за внимание и поддержку.